Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня мы говорим о сохранении мандатов для женщин. Также про квоты для женщин. И у нас снова гость, директор Центра защиты женщин Досалиева Балгакы Абыловна. Добро пожаловать! 11 апреля 2021 года впервые прошли местные выборы, на которых зарезервированы места для женщин. Каковы были результаты выборов? Какие произошли изменения? Расскажите нам об этом. Мы помним из нашей истории с 2004 по 2016 год количество женщин на местных выборах резко упало. Можно сказать, что его сократили вдвое. Например, в 2004 году женщины составляли 19%, в 2008 году 17%, а в 2012 году 13%. На выборах 2016 года было избрано только 10% женщин. Это означает, что социальные вопросы, проблемы женщин и детей не были переведены на местный уровень. И по соглашению женщин на уровне принятия решений роль гражданского общества в Кыргызстане велика. Они приложили большие усилия, чтобы ввести эту 30% квоту на выборах в местные советы. Одним словом, в 2018 году Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской республики также принял стратегию по совершенствованию избирательного законодательства Кыргызской республики. В стратегии также предлагается ввести механизм, позволяющий местным советам действовать в соответствии с законом о 30% квоте. Затем в августе 2019 года этот закон был принят. Это были первые выборы в Айлок-Мото-Сару с момента его принятия. Его результаты были хорошими. Было избрано 42% женщин, а очередной массовый тур выборов состоялся 11 апреля 2021 года. И здесь 37,7% женщин пришли поддержать закон. При этом 38,7% из этих 7560 мест заняли женщины. Это означает, что они получили 2931 место. Из них 59 женщин получили наибольшее количество голосов без квот. Это означает, что нынешние избранные женщины изменили свой потенциал. И теперь они очень хорошо работают, чтобы улучшить ситуацию на местном уровне, изменить социальный вопрос, пересмотреть бюджет. Однако, хотя у нас осталось предложение в качестве 30% резервной квоты, данная поддержка нужна нашим женщинам. А зачем женщинам квоты? Квоты очень важны, потому что в Кыргызстане, согласно нашему менталитету, у женщин много семейных и социальных обязанностей. Для женщин много препятствий. У людей были разные требования и взгляды на участие женщин в политике, поэтому женщины нуждались в поддержке закона. Вы можете привести несколько успешных примеров введения специальных мер по обеспечению представительства женщин в избирательных органах? В мире есть очень хорошие успешные примеры. Получается, что квота делится, например, на 3 раунда. Специальные мероприятия будут разделены на 3 раунда. Резервные места. Эти резервные места действуют как предварительные. В поддержку закона, например, в нашем местном совете был принят закон, который закрепляет за женщинами 30% мандата членов местных советов. Кроме того, будет другая законная квота. И вдобавок, добровольная политическая партия будет иметь свою квоту. Еще до этого закона они принимали ту же квоту для представительства одного пола в партии. Это очень хорошая картина, хорошая поддержка между такими политиками. Например, непосредственно перед парламентом в Норвегии по крайней мере 40% членов партии были приняты в одну и ту же партию, чтобы гарантировать, что в левой партии будет 40% женщин для социального примера. А в 1983 году, еще столько лет тому назад, 50% женщин входили в трудовую партию. И поскольку центральная партия все еще находится внутри этих партий, чтобы обеспечить присутствие как минимум еще 40% женщин, это считается добровольной квотой. А во Франции, например, низшая партия ставит, это, по нашему мнению, местный совет, что представитель одного пола не должен превышать разницу между двумя полами. Разница между представлениями двух полов не должна превышать 2%. Во Франции больше партий финансируется государством. Если разница меньше 2%, то государственное финансирование будет сокращено.
Поэтому сама партия заинтересована в том, чтобы их интересы были равноправными. А в Германии тоже система квот. Например, в Верхней палате, как у нас в Джогорку Кенеши, должно быть 35% женщин. В Нижней палате 33% были приняты в качестве добровольной квоты. Если у нас также будут политики, которые будут более позитивно относиться к равенству и поддерживать участие женщин в политике, то у нас будет не менее 40–60%, что является очень хорошим достижением. Вы и я выше спрашивали, почему женщинам нужны действия, почему женщины должны приходить в политику. Женщины менее подвержены коррупции, они не допускают роста коррупции, учитывают все сферы жизни, особенно социальную. Депутаты-мужчины не уделяют этой сфере особого внимания. Более того, тот факт, что и женщины, и мужчины слышат на уровне принятия решений, считается сбалансированным подходом к этому развитию. Большое спасибо за важное интервью. С нами была Балгакы Абыловна Досалиева, директор Центра поддержки женщин. Благодарим.